Здравствуйте, седьмой Б. Здравствуйте. Сегодня Здравствуйте. тема урока нашего художественная роспись, батик, жель, хохлома, виды росписи. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое художественная роспись, виды росписи, приемы и техники росписи. Научитесь определять основные виды росписи. Что такое художественная роспись? Как вы думаете? Можно я скажу? Дурсунова Гульдар, давайте, говори. Художественная роспись – это искусство декоративного краски с кистью и какой-либо поверхностью. Его делают, то есть, на какой-либо поверхности. Дальше. Кто еще ответит? Художественная роспись – это искусство декорирования красками и кистью какой-либо поверхности. Правильно. Да. Дальше. Существует большое количество разновидностей этого вида декоративно-прикладного искусства. Искусство росписи следует отличать от живописи. Вот, например, здесь в чем отличие живописи от росписи? Вот здесь. Можно я отвечу? Майшакер, отвечай. Живопись рисуется красками на листе, на А4, точнее на бумаге. А вот художественная роспись, она рисуется на фарфоре, на стекле, также может на железе, на архитектурных еще изделиях. Молодец. Дальше вопрос у нас какой будет? В чем отличие живописи от росписи? Живопись рисуется на листах бумаги, а роспись, она расписывает разные, получается, предметы какие-нибудь, которые вы захотите. Все, понятно. Рисунки, да. Дальше. Где мы встречаем художественную роспись? Как вы думаете? Где мы встречаем художественную роспись? Можно встретить на стекле, на железе, на фарфоре, на ткани тоже. На посуде, да? Посуда какая бывает? Деревянная, фарфоровая, железная, глиняная. То есть керамическая. Художественную роспись на посуде, на ткани. На ткани тоже. Роспись по дереву, роспись по стеклу, настенная роспись, роспись по ткани. Роспись посуды с древних мастеров Казахстана. Вот изучим немножко, расскажу. Вот с древних времен в быту кочевников использовалась деревянная посуда. То есть художники использовали в росписи мотивы казахского орнамента с разной степенью взаимопроникновения культур. Сочетание цветов в орнаменте имеет важное значение. Они должны чередоваться в определенном порядке. Выбор цвета, фона и рисунка определяет композицию. У казахов цвет всегда имел символический смысл. Голубой – символ неба, красный – солнца, огня, желтый – разума, тоски, печали, черный – земли, зеленый – молодости, весны. Первые гончарные изделия, украшенные узорами и орнаментов, на территории Казахстана появилось в пятом тысячелетии до нашей эры, в эпоху неолита, в городах южного региона Казахстана. Гончарное искусство отличалось массовым изготовлением и широким распространением украшенных узорами и орнаментом изделий. Большинство гончарных изделий данного периода покрыто черной краской, поэтому очень четко выделяются контуры линий, орнаментов и узоров. Одной из особенностей также является сплошное нанесение сложных орнаментов. Глиняные изделия, покрытые узором, были зеленого цвета. Также использовалась глазурь. В этом
период меняются виды орнаментов, изучают объемные узоры, треугольники, заполненные точками. Вместо них чаще используются извилистые или горизонтальные линии. Наряду с этим применяется ручная лепка, появляются орнаменты, нанесенные оттисками штампа. Эти штампы в виде решетки в круге или колеса со спицами. Керамика в XIV и XV веках представлена посудой с гладкой поверхностью, многоцветным орнаментом. Линии орнаментов четкие, краски яркие. Для выделения основного рисунка использовались линии противоположного цвета или геометрических орнаментов. Поверхность изделия была разделена в соответствии со сторонами света. На ней изображены солнечные лучи или нанесен орнамент геометрические формы. Древние мастера старались покрыть орнаментом всю поверхность изделия. Свободные места между основными рисунками заполнялись точками, завитушками и прерывистыми линиями. Посуда была у нас керамическая. Основные виды художественной росписи – это у нас батик. Батик – это древнее искусство ручной росписи. Ткани с использованием разных резервирующих средств, которая зародилась около 2000 лет тому назад. В отдельный стиль прикладного искусства батик превратился на острове Ява примерно в VIII веке, откуда и был привезен в начале нового времени голландскими торговцами в Европу. Впрочем, подобные техники работы с тканью были известными жителям Индии, Китая, Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Перевода с яванского техника батик означает капля воска. Основные виды художественной росписи батик. Очень важно качество полотна, на который наносится рисунок. Это натуральный шелк нужен, креп-сатин, полиэстер, креп-дешин, батист, шифон, поплин. Техника росписи ткани делится на несколько видов в зависимости от того, какие материалы используются и какие этапы необходимо преодолеть, чтобы получить поверхность с эффективным рисунком. Виды батика. Это холодный батик. Рисунок в этой технике наносится в один слой, а резервами выступают химические составы. Горячий батик. Эта техника позволяет создавать многослойный рисунок. В качестве резерва используется воск. Солевой эффект. Ткань пропитывается раствором соли, а для нанесения рисунка используются красители, в которые входит раствор поваренной соли. Технику бандан. В качестве резервов выступают завязанные на ткани узелки. То есть завязываем в узелки ткань, рисунок выполняется анилиновыми красителями, а его границы выделяются резервирующим составом. Технику сибори. Ткань завязывается в некоторых местах, а потом уже она будет окрашиваться. Есть виды росписи, например, хохломская роспись. Хохлома – старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели. Запомните, именно деревянной, выполненную красным, зеленым и черным цветом по золотому фону. На дерево при выполнении росписи наносится не золотой, а серебристый оловянный порошок. После этого изделие покрывается специальным составом и 3-4 раза обрабатывается в печи, чем достигается медово-золотистый цвет, придающий легкой деревянной
посуде эффект массивности. Так, цвета хохломской росписи. Главные цвета, характерны для хохломской росписи: красный киноварь и черный сажа. Но чтобы рисунок ожил и расцвел, на изделие добавляются коричневый. Узоры хохломы. Недорогую посуду для обихода можно узнать сразу. Она исполняется специальными штампами из гриба, дождевика или ветрового кусочка ткани. Узоры получались элементарными, но не теряли своей красоты. На таких изделиях видны многочисленные ромбики, спирали и листики. Посуду подороже раскрашивали более искусно. Композиции создавались кистью от руки. Тут же уже труда гораздо больше. Мастера вырисовывали ягоды, то есть малину, клубнику, рябину, фантастических птиц, это как жар-птица или синий птиц, цветы, васильки, клевер и фиалки. И следующее – это гжель, виды росписи гжель. Народный промысел в виде изделий из фарфора с росписью. Отличительной чертой таких изделий является рисунок кобальтом на белоснежном фоне. Свое название этот промысел получил от названия села Гжель Московской области, где он, собственно, и возник. Основные цвета гжельской росписи являются, как вы видите, это используем для костяного фарфора оттенки кобальтового и яркого синего цветов, начиная с небесно-голубым и заканчивая насыщенно темно-синим. Глухой кобальт майолика. Задание вам. Что вам нужно сделать? Заполнить таблицу. Используя различные источники, рассмотрите творчество современных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Чем художественная роспись отличается от живописи? И заполните таблицу, которую вы видите. То есть материал выбираете, цвет, сюжет, особенность. Урок закончен. До свидания. Спасибо за внимание. До свидания.